Михаил Шамильевич, расскажите нам, пожалуйста, о квотах, кем это организовано и что это вообще такое? Это квота правительства Российской Федерации, она выделяется ежегодно на протяжении уже последних многих лет. Это квота на образование в Российской Федерации для иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом. Это все называется квота правительства Российской Федерации на образование в России. А лиц без гражданства, то есть это имеются в виду абхазы, которые живут здесь в Абхазии без российского гражданства? Без российского и не имеют гражданства другого государства в том числе. И у них есть возможность получить образование на территории Российской Федерации. Как давно вы это организовываете? Есть ли уже желающие или те, кто уже поступил? Квотная кампания в этом году у нас стартовала как никогда раньше. Она стартовала 1 сентября 2021 года. У нас уже есть абитуриенты, которые изъявили желание учиться в российских вузах и зарегистрировались на информационном портале Education in Russia. Их порядка, на сегодняшний день, порядка 120 человек уже. То есть это те, которые пока не сдали экзамены, но имеют желание поступить и получить образование? Пока отборочные испытания не подошли, они будут чуть позднее. Сейчас основная задача всех абитуриентов — это правильно, в соответствии с инструкциями, заполнить свою анкету в системе Education in Russia и направить ее нам на проверку. Это им надо будет зайти на сайт или прийти сюда к вам? Как это Приходить можно будет не сделать? надо, к счастью, все переведено в такой в дистанционный формат. Это облегчает намного самим абитуриентам. Им не надо никуда ездить, приходить сюда, документы приносить. Сидя дома, любой абитуриент может заполнить эту анкету, приложить документы, все в электронном виде и направить их нам. Если говорить о документах, какие примерно документы нужны будут для того, чтобы поступить? Для поступления нужны следующие документы. Это обязательно паспорт, это документ об образовании. Если мы говорим о абитуриентах, которые планируют поступать на уровне образования специалитет бакалавриат, это аттестат, который они получают по окончании 9 класса, и выписку с оценками за 10 класс. Если же говорить о абитуриентах, которые поступают на следующие уровни образования, аспирантура, магистратура, ординатура, то им необходимо приложить копии своих выписок с оценками. А по поводу Министерства образования Республики Абхазия, вы как-то с ними по этому поводу сотрудничаете? Мы, да, безусловно, с Министерством просвещения, языковой политики Абхазии мы в тесном контакте находимся. Более того, так в целом, чтобы для понимания скажу, многие абитуриенты, родители спрашивают у нас, каким образом вообще квота формируется, почему в квоте есть вот эти направления, вот этих направлений нет, к примеру. Здесь можно сказать, что изначально квота формируется, исходя из потребностей Республики Абхазия. Мы на самом начальном этапе направляем запросы в профильные министерства, ведомства Абхазии с просьбой дать нам информацию, какие квоты по каким направлениям нужны Республике Абхазия. Мы эту информацию всю получаем, аккумулируем ее у себя. В том числе нужно отметить, что Абхазский госуниверситет тоже активное участие в этом принимает. Большое им спасибо за это. И далее это все направляется в Москву на согласование, после чего там, по истечению нескольких месяцев к нам приходит так называемый план приема, в котором максимально отражены те направления, которые запросила абхазская сторона. А какие, например, направления есть самые такие востребованные, но неважно, пошли на них или еще не пошли, но вот то, что министерство прям выделяет такие. Для Республики Абхазия, конечно же, самыми востребованными являются это медицинский блок, это творческие направления, это юриспруденция и экономика. Но здесь нужно также отметить, что квота не выделяет, ее можно дать, но мы договорились с абхазской стороной о том, что
те направления, которые представлены в Абхазском госуниверситете, желательно, чтобы в КОТе они не были представлены, чтобы не дублировать. Потому что если есть эти направления юриспруденция, экономики, они есть в Абхазском национальном вузе, то смысла давать их по нашей КОТе нет. Да. А есть ли какие-то там, не знаю, цифровые какие-то технологии? Есть в направления? этом году в том числе есть эти направления, есть компьютерная безопасность, информационные технологии. В силу такой, скажем так, цифровизации эти направления в том числе представлены. А есть ли желающие уже туда поступить? на этих- Есть у нас уже, мы в системе нашей смотрели, и некоторое количество абитуриентов, изъявивших желание учиться по данному направлению, есть. А по поводу университетов, где они будут получать образование, есть какие-то разные университеты или это какой-то один университет с различными Да, факультетами? здесь огромный разброс. В рамках квоты представлено около 500 вузов в России по всей территории. Если мы говорим об абитуриентах из Абхазии, то, конечно же, основной акцент они стараются сделать на центральную часть России. Это Москва, Питер и южные регионы России. Это Кубань, Ростов, да. Вот в эти регионы с тем, чтобы, наверное, как мы понимаем, чтобы быть поближе, там, иметь возможность каких-то каникул, выходных. А еще вопрос, вот те, кто поступает по этой квоте, по поводу проживания и так далее, какие-то вопросы решаются или там все Вузы уже им сложно? предоставляют общежитие. Вузы предоставляют общежитие, но также у некоторых абитуриентов там, в том или ином городе, где они поступили, есть возможность там, с родственниками жить. Такие тоже абитуриенты есть. Но это оплачивается именно за счет студента. Да. Не... Общежитие оплачивается за счет самого студента, но там ценник порядка 1000 рублей маленький, да, в месяц. А как проходят экзамены для тех, кто поступает? Они здесь проходят, в Абхазии, или проходят там же в университете, куда они поступают? Экзамены в последние 2-3 года проходят в онлайн формате с использованием системы прокторинга. Что это такое? Абитуриент имеет право сдавать вступительные испытания у себя, сидя дома, на работе, в офисе, где ему удобно. Также ежегодно АГУ предоставляет возможность использовать их компьютерные классы для сдачи вступительных испытаний. Абитуриент садится и в назначенное ему время, в назначенный день садится перед компьютером. Обязательно у него должна быть видеокамера, микрофон. И за ним экзамены принимают российские преподаватели российских вузов. Вот. И начинается экзамен, за ним наблюдает комиссия, его слушают. В кабинете должен находиться он один, без посторонних шумов, звуков, движений и так далее. Иначе, если комиссия видит, что есть посторонние люди или есть какие-то подсказки сдающим, да, его результат просто аннулируется. К сожалению, нужно констатировать, что такие случаи в прошлом году в том числе были, да, их было немного, буквально 3 случая таких, но они были. По поводу вот тех, кто уже поступил, есть какая-то информация, учатся ли они, продолжают, или, может, вернулись они? Те абитуриенты, которые принимали участие в квотной кампании 2020-2021 года, учебного года, некоторые уже уехали в Россию учиться, кто-то еще не уехал, потому что, как мы знаем, в силу коронавирусной инфекции образование в том числе переведено на такой онлайн формат. Вот скоро эти ребята тоже выйдут. И пока что к нам тоже эти абитуриенты некоторые приходят, некоторых еще не распределили по вузам. Это связано с тем, опять же, с этой коронавирусной инфекцией. Они вот в ближайшие дни будут распределены. Таких абитуриентов немного, их порядка 7 человек осталось у нас, которые еще не распределены по вузам. Можете нам рассказать, какие есть факультеты, куда можно поступить? Просто 5-6 направлений, которые можно выбрать, просто, чтобы телезрители тоже знали. Медицинский блок, например, скажем, сразу в самом таком
направление, куда больше всего спрос бывает в Абхазии, это медицинский блок. В рамках медицинского блока у нас есть в этом году выделено, нужно сказать, что выделено 22 квоты. Это достаточно большое количество, да. Такого раньше никогда не было. Вот. И из этих 22 квот у нас на специалитет 10 квот. И на уровень образования ординатура это 12 квот. Нужно также сказать, что эти 10 квот предоставляют возможность выбора любого направления подготовки за исключением стоматологии. То есть стоматологию выбрать нельзя. Проблемы какие? Это связано с решением российско-абхазской рабочей группы. Ежегодно мы в рамках квотной кампании создаем российско-абхазскую рабочую группу с привлечением представителей АГУ, Минпроса Абхазии, Министерства здравоохранения Абхазии и так далее. Вот. Это связано с тем, что, как мы знаем, в Абхазии стоматологов много. Вот, и абхазская сторона в этом отношении попросила рассмотреть возможность минимизировать, чтобы и у ребят, которые хотят учиться по другим направлениям, была такая возможность, чтобы эти квоты немножко сохранить и направить на другие направления в том числе. А также хотелось бы отметить, что у Министерства науки и высшего образования России в этом году есть некоторые требования к абитуриентам, которые в строгом порядке необходимо соблюсти каждому абитуриенту. Первое – это то, что лица, ранее уже обучавшиеся в российских вузах в рамках выделяемой квоты правительства Российской Федерации и имеющие российское гражданство, не имеют возможности принимать участие в квотной кампании этого года. То есть гражданам Российской Федерации, проживающим в Абхазии, у них такой возможности нет? У них такой это граждане Российской Федерации, которые уже ранее, которые уже ранее принимали участие в квотной кампании. И второй раз они уже не могут принимать участие. Условно говоря, он в каком-то году участвовал в квотной кампании, отучился, вернулся, еще раз хочет, а, к сожалению, возможности такой у него нет. И вторая категория лиц – это лица, абитуриенты, которые имели постоянную или временную регистрацию на территории России после 1 сентября 2021 года. Такие абитуриенты тоже, к сожалению, не смогут принять участие в отборочных испытаниях и в квотной кампании в целом. Также важно отметить, что в этом году выделено 90 квот. Это практически в 2 раза больше, чем в прошлом, позапрошлом и до этого годов. Это связано с тем, что руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков не раз говорил об этом, что для СНГ и Абхазии, Южной Осетии ежегодно количество квот по возможности будут увеличиваться. И сегодня мы это увидели действительно. Если в прошлом году было 50 квот, то в этом году 90. уже 90. Это значительное увеличение, конечно. Также хотелось бы сказать по заполнению анкеты в системе Education in Russia. Многие абитуриенты с этим путаются и путаются относительно гражданства. У абитуриента есть абхазское гражданство и российское гражданство. Ему здесь необходимо в графе «Паспортные данные» указывать российское гражданство, вводить данные из российского паспорта. Вот. Там есть еще ниже пункт, там он уже указывает паспортные данные абхазского паспорта. И есть пункт, который называется «Статус соотечественника». Если у абитуриента есть российское гражданство, ему необходимо поставить отметку, что он является соотечественником, обладает этим статусом. Часто абитуриенты спрашивают, какие документы им прикладывать нужно. Как я ранее сказал,
Для поступления на программу бакалавриата специалитета им необходимо выписку об успеваемости за 10 класс и выписку с оценками за 9, аттестат об образовании, прошу прощения, которые они получают после 9 класса. Новшеством этой квотной кампании является то, что победителей российских и международных олимпиад и конкурсов квоту получают автоматически. Эти олимпиады у нас опубликована, информация по этим олимпиадам у нас опубликована, есть перечень этих олимпиад. Например, могу несколько из них озвучить, если интересно. Это, например, Международная физическая олимпиада, Международная биологическая, химическая олимпиада по информатике и так далее. Там их несколько. Если абитуриент является победителем одной из этих олимпиад, квоту он имеет право получить автоматически. То есть автоматически это без экзамена, без получается? вступительных, Он поступает туда, куда он выбрал? Да, без вступительных испытаний. У нас традиционно 2 вступительных испытания. А если до сих пор у нас всегда русский язык был обязательным, то в этом году русского языка как обязательного нет в квотной кампании. Да. На это тоже абитуриентам нужно обратить особое внимание. Они сдают 2 профильных экзамена в зависимости от выбранного направления подготовки. И также новшеством этого года является то, что абитуриенты, которые планируют поступать на творческие специальности, у нас в этом году 22 квоты выделено на... Творческие это какие специальности? На творческие это дизайн, пение, хореография, черчение и так далее. Там большой достаточно спектр идет. Вот. Они сдают только одно вступительное испытание. Русского языка, как раньше, они не сдают. И причем это вступительное испытание им необходимо сдавать непосредственно в том вузе, в котором они планируют обучаться. Для этого каждому абитуриенту нужно самостоятельно связаться с этим вузом, уточнять у них, когда и в каком формате будет проводиться вступительное испытание. И по итогам его прохождения здесь они нам предоставляют информацию, прошли они успешно в вузе вступительное испытание или не прошли. И на основании этого уже, если человек прошел, здесь он получает квоту. А какие сроки у тех, кто хочет учиться в России, когда нужно будет в последние дни сдать документы, не знаю, оформиться на сайте и так далее? В этом году у нас Министерством науки и образования России строго определены все сроки. Время для регистрации и направления своей анкеты на проверку нам определены как с 1 сентября по 1 ноября текущего года. То есть до 1 ноября абитуриенту необходимо заполнить, сформировать полностью свою анкету и хотя бы один раз отправить ее нам на проверку РЗО. Если абитуриент до 1 ноября не направит свою анкету на проверку, то принять участие в квотной кампании. То есть это уже до конца месяца только время Да, осталось 10 дней. Поэтому в этом отношении хотел бы призвать всех абитуриентов зайти на свои аккаунты и уже заполнить все анкеты свои и направить их нам. Ну, если какие-то проблемы при заполнении возникнут, они могут с вами Они связаться, прийти могут. сюда? У нас есть, для этого у нас есть телеграм-канал, есть телефон, есть инстаграм-страница, есть, мы также в Фейсбуке представлены. Мы всегда отвечаем на все вопросы. Вопросов много, по мере возможности мы всегда отвечаем. Спасибо вам большое, всего доброго. Надеюсь, много будет желающих поступить в вузы и получить образование. Спасибо.